Мы в гостях, смотрите, если вам в гостях наливают чай, обычный гость, а если кофе, значит особый гость. Вот мы в гостях. Вот творчество Джамалы с Михри. Смотрите, чем они занимаются. Так, со вкусом все оформлено. Вот кофе. И вот недавно свежая работа, которую они сегодня сделали. Ночник, светильник. Вот тоже рамку, смотрите, как было сделано. Вот ключики старые. На термоклей посадили. И здесь свежее кофе. Вот так вот. И смотрите, вот дизайнерское решение. Вот здесь бабушка с детства уже. Это родители, бабушки, родственники. Вот так выглядит турецкая квартира. Турецкое гостеприимство. Дорогие зрители, афет olsun. Я, значит, особый гость. Кофе с шоколадом. Вот так выглядит кофе, натуральное кофе. Я еще плохо завариваю кофе, но надо еще раз посмотреть, как правильно надо заваривать кофе. Вот вода обязательно должна присутствовать, когда пьешь кофе. Merhaba arkadaşlar, bugün biz sizlerge bir video göstermek istedik. Bugün konaka geldik. Mihri, Ayla Hanım. Evet, bizden sorularımız var. Hangi yaşo Türkiye'de bu şekilde biz sizlerle konuşabiliriz. Mihri, tekrar söyleyebilir misiniz? Ben tercüme etmek istedim. На каком языке сказать-то мне? Это была шутка, друзья. Вы что, подумали, что мы на турецком будем говорить? Нет. Нет, сиди. Нет. На самом деле, дорогие зрители, как мы обещали, перед нами семья вот Михри, Джамала. Привет, Джамала. Они здесь в Турции уже несколько лет. И давайте мы дадим возможность, чтобы Михри сама рассказала о себе. Ой, спасибо, что дали мне возможность. Ой, спасибо огромное, что вы пришли сегодня. Мы так рады у вас видеть дома вообще. Друзья такие классные, спасибо. А что мне рассказать? Интересно, какие вопросы вас интересуют? Интересно ваших подписчиков, Канубек? Про себя расскажите немножко. Откуда вы, когда приехали? Я одна приехала в Турцию в 2018 году, да. В 2018 году в январе, вот, 27 января, и я приехала на 10 дней и хотела тут отдохнуть, а потом поехать домой. Но один раз с сестрой мы пошли на работу к ней, и там предложили мне работу в
парикмахерском. Сестра забрала меня к себе на работу просто так рядом, да, а там поступила мне вот в Стамбуле я была, в Гюстепе, чтобы этот самый Кадыкөй, парикмахерская работа. И сказали, что Сигорта все, рабочую визу сделает. А я же в Туркмении тоже работала парикмахером, ну, свадебный макияж и прически. И тут такая возможность. Я говорю, почему бы нет, и я осталась. Но потом я дала, конечно же, документы на ВНЖ, и потом после ВНЖ надо было мне сделать, должны были мне сделать Сигорту, как они, вот, работодатель, Москвафер, такой знаменитый, такой, парикмахерская такая, там, должны были мне рабочую визу сделать. И, короче, потом время идет, и смотрю, мне не дали. Смотри, многих наших зрителей интересует вопрос, как приехать в Турцию и найти работу. Например, некоторые спрашивают, могу ли я приехать на своей машине, могу ли я найти там работу, где-то подзарабатывать. Что ты в этом случае могла бы сказать? Как подписчикам, те, которые хотят купить квартиру, найти работу и остаться здесь жить? Ну, тут идет разные, вот, например, цели приехать, да. Вот, например, я приехала, но я готова была работать изначально по своей профессии. Вот бывает так, что ты хочешь по своей профессии. Если так, то, например, если вы парикмахер или там ногти делаете, или машину, не знаю, мужские работы, я вообще не знаю, как там, но такие работы можно найти, и можно там работать. Я так знаю, и можно сделать рабочую визу тоже. А еще, что могу сказать, если у вас диплом, и вы хотите по своей высшее образование работать, это тоже надо, это уже долгая история, по-моему, надо оправдывать, да, вот свой диплом в Турции. Я помню, одна врач мне рассказала, она вышла сюда замуж и хотела по своей работе работать доктором. И она там обучалась, что ли, что-то такое было. Я точно не могу сказать на этом как, но такие работы, которые простые, то можно найти. Например, я сейчас изначально хотела работать по своей профессии парикмахером, а сейчас я работаю домработницей обычной. Вот, у меня рабочая виза Ev-işi. Вот так проходит. Ev-işi – это домработница, домашняя работа. Вот, я дружу с Айля Ханым, и это настоящая вот эта дружба, да, вот как ты идешь в покупки покупать, убираешься дома, вместе готовишь, вместе гуляешь. Вот такое у меня задача, ответственность за нее. Вот такие работы есть, тоже можно найти, но очень редко. В основном за детьми, там, за старыми людьми смотрят вот так вот. И, конечно же, работа вот связана с красотой. Можно рабочую визу сделать и работать. Рабочую визу мы оформляли так. Вот если вы на работу устраиваетесь, то, например, в моем случае мои работодатели сделали мне рабочую визу. Первый на год мы сделали визу, но мы не знали, куда пойти, куда позвонить. И вот бабуля тоже старенькая, мы не знали. Потом мы в Зенгин Даншманлык пошли, они там делают и комменты, и все. За деньги, ты деньги платишь, и они все делают. Ну, это получается как бы фирма, которая занимается трудоустройством, легализацией. Да, и переводом. Все вот это Зенгин Терджиманлык в Мерсине. Он очень хороший ширкет, как говорят местные. Вот, они нам помогли сделать мне рабочую визу. Я, например, жила раньше в Стамбуле, как я говорила. Вот, в Стамбуле очень шумно, большой город, транспорт, столько пересадок. И мне очень тяжело было. Я хотела вернуться в свою страну, потому что я уставала по дороге вот туда-сюда ехать. И чтобы выйти на набережную, тоже надо силой
вот, чтобы отдохнуть, выйти, да. А потом в Мерсин, он такой доступный, он везде можно поехать на одном автобусе, и набережная такая классная и очень близко. Очень много времени не уходит на дорогу, как в Стамбуле, например, или как в Измире. Вот. И мне еще нравится в Мерсине то, что люди местные такие добрые, такие искренние, они всегда рады помочь. На иностранцев пальцем вот так не тыкают, ну как любят. Ябанджи, гурбет. Это гурбет, это как бы пришелец, да, на работу приехал, гурбеттесин. Это такое мягкое слово, которое показывает, мне кажется, любовь. Вот гурбет, и они таким словом понимают то, что ты приехала на чужую страну и хочешь работать тут, да, и вот учишь язык, вот не тяжело это значит, вот они понимают, в Мерсине именно понимают, потому что очень много местных тут езжают и в Германию на заработки, и поэтому они понимают, вот в Мерсине меня поняли, и я так почувствовала себя как дома и захотелось остаться в Турции. И спасибо им, они такие добрые до сих пор, как, можно сказать, легко мерхаба незнакомым людям. Вот так интересно, добрые люди живут тут. Внимание. Ну, местные обращают внимание, я смотрю сейчас на новые здания. Вот любят местные новые квартиры, новые здания любят. Вот. И новые здания такие, ну, они такие классные, действительно, да, но и старые тоже классные, вот я вам скажу. Мне нравятся и старые, я бы себе позволила и старые тоже. Почему, скажете? Потому что такая площадь, вот, например, у меня в Туркмении, например, квартира двухкомнатная, да, у нас Совет Союз такой, вот, тут, в Турции, он как однокомнатная. Вот поэтому я бы старый тоже покупала бы, потому что большие, огромные балконы и площадь такая классная. Я бы, если бы мне, вот, да, сахибинден, я бы искала. Да, потому что как бы комиссии нету и намного дешевле. Да, Да, и можно конечно, торговаться, да? Конечно. Я бы так решила, сама бы искала через знакомых, не знаю, вот так. Да, вот, дорогие зрители, вот не первый раз я слышу, те, которые здесь уже долго живут, например, уже даже есть знакомые, которые гражданство уже взяли, они говорят, даже когда снимают жилье, они говорят, ой, я лучше от владельца, ой, я лучше куплю от хозяев. Почему? Потому что есть возможность сэкономить и плюс можно сторговаться. Вот есть такие моменты. Ага. Я еще одно хочу сказать. Риэлторы тоже помогают, но некоторые не хотят там водиться, и эти люди тоже решают действительно все дела. Тут обманов такого я не видела, слава богу, и не хочется видеть. Вот Фа Эмляк я знаю, тоже подходили мы, чтобы для друзей. И вот такие фирмы есть, вот гарантированные. Вот, лучше таким обращаться, если так обращаться. Да. То есть нужно выборочно подходить по рекомендациям. Да? Ну, мне весь Мерсин очень нравится, дорогие друзья. Почему? Потому что везде классно. Но есть такой вопрос. Если человек работает где-то в центре, то должен купить квартиру в центре. Если человек там работает онлайн, да, онлайн, правильно я сказала, вот, ну, то можно, я бы купила в Тедже или в Чешмели. Ну, не знаю, Тымык тоже хорошо, потому что там курортная зона, и зимой тоже можно зимовать, если есть газовое отопление. Да, вот хотел еще к словам Михри дополнить, что вот недавно купили, из Москвы приехали, купили именно в Тумюке. Спрашивается, почему? Потому что, говорят, ой, мы устали от городской суеты, 6 полос в одну сторону машины, 6 полос в другую сторону, мы лучше здесь будем жить. И поэтому
Все зависит от вас, от ваших обстоятельств. Да. Телефон. Итак, дорогие друзья, вот мы в гостях у Михри. Спасибо ей большое, что она так согласилась дать нам интервью. Итак, мы задали вопрос насчет работы, насчет покупки недвижимости. Все зависит, конечно, от ваших обстоятельств. Некоторые из вас приезжают только на 2 недели, потому что у вас очень мало времени, то, конечно, в этом случае нужно искать, смотреть быстро, и какие-то услуги, за эти услуги можно, чтобы вы заплатили агентством. А если время позволяет, то можно поискать разные варианты. И хотелось у Михри спросить насчет Джамалы. Джамала сейчас учится в каком классе здесь, в Турции? Она учится в 5 классе. Угу. 5 класс, они сейчас онлайн учатся. Да, Узактан домашнее образование, пока, да, сейчас пока из-за пандемии. А есть отличия, как она, вот какой у нее был уровень турецкого языка и как учится? Ну, тут я скажу то, что система другая, как не наша, не как у нас там на родине, но очень мягко относятся к детям. Учителя очень хорошо объясняют. Если что, опять могут повторить. Называют ребенок, дитя мое. Вот учительница говорит: дитя мое, ты записала, дитя мое, ты это сделала. Вот такое обращение будет вашим детям, если будут они тут учиться. Но каждый ребенок зависит от ребенка. Если ребенок хочет учиться, они будут учиться. Учителя будут учат и все такое. Только вот от себя зависит. Здесь сколько, вот, например, я слышал, что он делится на 3 категории, да? 4 года, 4 и 4, да? Техникум. Ага. Ну да, получается, с 1 класса и до 4 это илькокул, это первая школа там, потом эту заканчивает, потом другую школу надо записывать ребенка. Это в том школе ортаокул. Он потом, ребенок там учится еще 4 года, а потом уже идет лицей. Лицей это тоже, по-моему, 4 года, если я не ошибаюсь. Я точно не уверена, да. Вот так вот идет образование. Это уже после 8 класса, да, с 8 класса или после 8, короче, лицей это будет платный, как я знаю. Понятно, спасибо. И еще такой вопрос про воспитание детей в Турции. Вот какие есть отличия от наших, да? Очень разница, отличие очень большая, огромная, можно сказать. Очень любят детей. Все вот так, если с ребенком, все могут полюбить, что-то дать, там ребенка очень обращаются хорошо с ребенком, учат, говорят своему ребенку, если мама мамочка, мама называет своего ребенка мамой, отец называет своего ребенка отцом. И вот они вот так уважают маленьких детишек, любят и вот так и воспитывают. Хорошо, спасибо большое, Михри. Еще такой вопрос спрашивают, где лучше пляж, вот где можно купаться в Мерсине? Пляж. Летом мы живем в Чешмелях. Джамала, что вы там? Летом мы живем в Чешмелях. Чешмели пляж тоже мне нравится. А потом Кыскалесе, такой он ниже коленный, да, море такое мягкое, тоже классно. Мы очень тоже летом ездим, любим. Песок Сусанолу тоже хороший. И Япраклыко есть, он такой ледяной, вода, пляж, и вот очень красивое место. Нарлукую вот идет вот красота. И, конечно же, Ташуджу тоже красиво, сейчас очень много русских там. И Инджекум тоже камнистый, но очень красивый пляж, очень-очень-очень. Спасибо. Мы в тех местах, где ты перечислила, не были, но спасибо, что ты рассказал, потом пересмотрим. И вы тоже, дорогие зрители, можете пересмотреть
поисследовать, о каких местностях говорила Михри. Михри, тебе огромное спасибо. Мы вот основные вопросы задали тебе. Конечно, их много. Если наши зрители захотят задать вопрос, можно, да, уделить какое-то время поотвечать комментариям, которые будут задавать, да? Всегда пожалуйста. Дорогие друзья, всегда, пожалуйста, всегда обращайтесь, пишите комментарии, подписывайтесь и ставьте лайки. Если брат Канабек наберет 1000 подписчиков, то прямая трансляция будет. И обещаем в красивом месте такую трансляцию сделаем. Детей заберем туда и вам покажем красивый пляж, и там будет можно устроить прямую трансляцию. Да, в описании будет канал Михри, она сейчас на турецком ведет канал. Если вы хотите изучать турецкий, подписывайтесь, задавайте ей вопрос. Она может и на турецком, и на русском отвечать. Сейчас мы к Джамале пойдем, и ей зададим вопрос. Итак, дорогие друзья, пока мы тут общались, дети тут уже тиктоки снимают. Потом покажу, как они тут свое творчество показывают. Джамала, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Kaç klasta okuyorsunuz Türkiye'de? 5. sınıfım. 5. sınıfta. Siz burada gelgen sonra Türkçe biliyor musunuz? Bilmiyordum ama sonra öğrendim. Nasıl öğrendiniz? Yani hikayeler okuyarak, kitaplar okuyarak ve benim Türkmenistan'da yeğenim vardı, ondan öğrendim. Birazcık da televizyondan öğrendim. Cartoon Network gördünüz. Yok. Film, çizgi film fark etmez. Tamam. Benim kızlarım Türkçe konuşmanı öğreniyorum istese ne yardım vermek istediniz? Hangi yardım vermek istediniz? Как ты, Джамала, как можешь помочь, чтобы они учили турецкий язык? Или каким Bilmem. образом ты советовала? Kitap okuyarak, alfabeyi öğrenerek ya da film seyrederek bilmem. Çizgi film değil mi? Evet, güzel. Affedersiniz, ben Türkçe az biliyorum ama yavaş yavaş sonra öğrenmek istedim. Знаю. Teşekkürler. Siz diye Mersin güzel mi siz için? Evet, çok güzel. Tamam. Bugün kızlarla birlikte beraber ne yapmak istediniz? Saklambaç oynamak, oyun oynamak beraber. Güzel, çok güzel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Siz vaktinizi bizge böldünüz. Soru cevapka yardım verdiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Selam yolla. Türkmenistan'a selam. Bizim arkadaşlara selam söyle. Кыргызстану Ha. selamlar söyle. Привет. Всем привет. Всем привет. Кыргыза привет, Туркмения привет. Всем привет, Казахстан. Кыргызстан, Казахстан и Туркменистан. Всем привет. Всем привет. Хорошо. Вот сейчас они покажут вам свое творчество в этом видео. После этого интервью посмотрите, что они тут делали. Дорогие зрители, на этом репортаж в гостях у Михри и Джамала я заканчиваю. И в заключение хочу вам сказать хорошего вам дня. Берегите себя. Сейчас нелегкие времена. Берегите свое здоровье, отношения с близкими. А мы увидимся в новых видео. Надеюсь, если этот формат вам понравится, то мы будем продолжать. Найдем новых людей и будем пару слов спрашивать у них. Скажите, что вы думаете насчет этого видео. Задавайте вопросы. Увидимся в новых видео. Турков две гостиные, это гостевая комната. Когда гости приходят, то они здесь остаются, да? Или сидят, чай пьют? Нет, это мы сами сидим. Для нас это для вас гостевая. гостевая А комната. та, которая Спальня. Нет, это большой салон, это для гостей, а это для себя, чтобы как гостиная все вот
домашние собираются, тут телевизор смотрят или семечки шелкают, там, Мгм. что-то такое. Или можно в игры поиграть. Да, здесь получается гостевая комната. И называется она Отурма Ода. Отурма Одасы называется. Это предназначено для Михри и Джамала. Здесь у них Бабуля, и бабуля тоже домашние может. все. Да, домашние. Здесь могут отдыхать. Здесь у них бахча есть небольшое. Сладости, дорогие друзья, вот они так нас угощают. Спасибо вам им за гостеприимство, бабушке, Михри, Джамале. Очень приятно. Девчонки сейчас прям радуются, они общаются. Repetiyor.